Так. А вот теперь давай-ка, Викторович, мы вспомним, где что у нас лежит. Ну ладно, погнали, как говорится. Ребят, всем привет. Коротко выбрит. Хорошее настроение. А это значит, ребята, наконец-то первый лед. Да, в этом году прям потрепало нервы. Зима долго не хотела приходить, но наконец-то, ребята, выпал небольшой снег. Бахнули морозики. Ну и стали озера. И мы, ребята, едем на открытие. Деревня я на сборах. Как обычно, куча шмурдяка. Едем, ребята, на целую неделю. Ну, плюс-минус с дорогой, понятно. Все это надо выбросить. Ну, едут дорогие для меня люди. В первую очередь, конечно, это братулец Пашка. Вот. Пашка уже подъезжает уже. Подъезжает не один, подъезжает с Санычем. В общем, братулец в теме. Ну что, друзья, настал тот день, настал тот час, как говорится. Гружусь, лед вроде есть, но даже если нет, мы все равно уже прем. Назад хода нет.
Сейчас загружаю вещички вон в ту машинку. Вот. У нас этот раз в основном берет Серега все. Я хотел налегке, но мне налегке не получилось, как обычно. Все по чуть-чуть, пока рыбацкое что-то, пока туда-сюда, пока подарочки. Подарочки не только Андрею, но и вам. Потому что у нас розыгрыш, Андрюха объявлял. Там, как вы помните, нож. Ну и собрал тоже призов. Так, все нужные вещи. Все будет, все хорошо, все сделаем. Так что еду с подарочками, как Дед Мороз. Ну и надеюсь половить рыбку. Вот, все, гружусь. Завтра старт. Санька встречаю. И мы поперли потихонечку поедем. Так что, все, связь. Как же без большого брата, Серега с Твери, тоже в теме. Немного не получалось с работой, но все-таки все классно. Едет не один, едет с товарищем. В общем, Серега Тверской, большой брат на связи. Так, ну что, погрузка в процессе. Половину загрузили. Макс, привет всем. Макс красавчик, помогает батины, отправляет его на самую суперскую рыбалку. Так, Тофик стоит заряженный. Живцы поедут здесь. Сейчас я им делаю кислород. Так, куб положил двойной в пентагон. Как... Снегирь лежит, раскладушки лежат, генератор стоит. Так, что у нас дальше? Санки двое взял, Паша, как говорил, одни, вторые. Ложатся прям, Тофик прямо создан для саней, для этих, прям как все как на сиденье ложится. Так, генератор, автономка, печка, теплообменник. Ну, конечно, коловорот новый, ну как же, ай. Надеюсь, он посверлит. Макс, газ, давай, куда-нибудь. Ну, сейчас определим. Его можно даже вот сюда поставить. Вот туда, где это самое. Вот, половину загрузили. И осталось... Ну, осталось немного. Все, в процессе. Грузимся. Нас ждут великие дела. Так, по шмурдику, ребят, МФП 4 моя. 2 раскладушки. Но для кого-то я взял, потому что ребята тоже везут. Будем ставить... отапливаться от генератора, будут у нас ветродуечки, но на всякий случай берем резервные печки. Печку беру маленькую тоже от берега. Вот, теплые полы, вот так они выглядят. В общем, как-то ну так. Это что из основного? Наш дом, наша хата на троих. Да, тут тоже собрал, ребята, жерлицы, 2 комплекта. Крутые жерлицы, но есть уже, ребят, новинки, и на этой рыбалке мы вам покажем. Взял катушку, не знаю, надо будет, не надо будет. Коврик в палатку, прикольная штука, чтобы вытряхать ноги. Подсмотрел у ребят, так скажем, не на Озоне, а на Светофоре, смотрю, продаются, взял себе такую штучку. Ну, короче, так, что-то не знаю, вот забыл за нее вообще, купил уже давно, вот сейчас вспомнил, взял. Дома куча шмурдюка, аппаратура. Вот. С меня овощи, так как я деревенский. Все самое свежее на стол. Съездили сейчас в пекарню. Жена свозила. Быстро-быстро взял горячего хлеба. Вот. Ну, в общем, как-то мы все поделили, чтобы не тащить все это гурьбой, как в прошлом году у нас получилось. Привезли 2 лишних стола. Вот. Непонятно зачем. И вот в этом году, я думаю, получится намного круче, так как рыбалка, ребята, это не только, понятно, да, будем рыбачить щуку, я думаю, неплохо половим, озерка как бы с рыбкой. Ну и отдохнуть, ребята, отдохнуть круто, провести время с друзьями, с кем я не виделся уже больше полугода. В общем, полстраны, ребята, едет к Дрюне в деревню, Тамбов, Тверь, Москва, Республика Коми встречает гостей. Как-то оно так. Все буду показывать, рассказывать, ребята, как обычно я это делаю. Многим это не нравится, а многим и нравится, что рыбалка это не только оказаться на льду и доставать щуку, а это очень тяжелые, ребята, тяжелые сборы. Вот, и
потихоньку, помаленьку все будем углубляться, ребята, в зимнюю рыбалку. Информация есть, что на льду уже хороший лед, уже заехали на технике местные. Ну, с моей деревни еще надо прокатиться плюс-минус 300. Так что для ребят, особенно от Саныча, с Тамбова, километраж получается в районе 2000 километров. Это не хухры-мухры, ребят. Ну, льда пока нету в средней полосе. И у нас запоздалый. Ну, все же начинаем. Давайте, ребята. По-братски лайкосик, поддержите видосик. Делаю для вас, для своих. Погнали. Ну, показывают минус 1,5 градуса, было утром 3. Тут тоже движуха. Сапоги достал. Юрьевна приготовила, замариновала шашлык, пару салатов, каких-то вкусняшек. О, на первый день кушать, потому что сегодня будем заезжать всю ночь. И чтобы не заморачиваться, первый день все готово на домашнем. Пришли консервы, вкусняшки. Будем кушать. Короче, и дома, ребята, я не буду показывать, там кошмар. Весь зал у меня в шмотках, я хрен знает, что сейчас делать. Ну, в общем, потихоньку как-то оно так. Какие люди нарисовали? Самые. Да я уже я почти к себе на родину гоняю. Ты уже как местный, братан. Я же Андрей сам рассказал, дом, который будет у нас. Да, Саша? Ну, как она? Ничего. Берем, какой у него номер. Это серьезно сам. Никогда. Сам, ребят, это, знаете, ждать и догонять. Вот это я не люблю прям вообще. Парни подъехали, ждем второй экипаж. Время уже 5 час. Ребята задерживаются. И по прогнозу, короче, не раньше 9 будут. Поужинали. С Пашкой сгоняли в центр, в райцентр. Помыли машину, немножко сполоснули. Вот. Пока ездили, Саныч поспал. Сейчас Паша отдыхает. С Санычем вяжем снасти там, короче. Ну, в общем, такие дела. Холодает, чувствуется. В общем, ждем, ребят, ждем. Ну и в ночь попрем. Вот такие дела. Ну, дождались? Сюда мы делаем. Сергей. Здравствуйте, господа хорошие. Владимир, можно Анатольевич? А так дорога? Вон, видишь? Такого снега не было. Что, привезли, Нет. что показать? А вот что, без снега приехали? Сейчас звоню, пока воды нет.
Самое главное полоса не должна. Небо, что Хрен под бензин туда бы. Какие ветры заталкивают назад? 25 метров попало. Пирань, не отцом, как слышишь. Так, слушай, не помню, столько рацию взял, хотел сказать, что же пирань, как я сам. Нормально, связь. это дальнобойные рации у них. Да, это крутые. Ну звук вообще бомба. Че, полетели потихоньку? Да, едем, только слушай, Паша, у нас вот свет вот так вот, наверное, слепит, если что. Нормально. Близко не будем, это уже... Да я ближе на так. 200 ушел нахуй. Че там тут слепить, скажи, ебать. Не догонишь нахуй. Так, без мата, дети смотрят. Ну понял, аккуратненько. Первые шаги по первому льду. Что, ребята, мы добрались. Время 6 утра. 6 часов ехали. Метель страшная. Снега насыпало. Не знаю, сантиметров 15, наверное. Но 10 точно. За ночь, за вот эти 6 утра. Темно, ребят, еще озеро впереди. Лед есть. И это круто. Тяжело. Парней вырубает. Да я и сам вторые сутки уже не сплю. Так что как-то так. Все, ребят. Сейчас потихоньку отходим от дороги. Ну и что-то начнем делать. Машины впереди, ручей там не замерзший.
Будем с оттуда таскать, заезжать. Класс. Шум красный? Да. Только что я выставил. Нет, там вторая, там у меня не все красные. Там Вторая, что там не было. третья, там стоит подъезд. Уже четвертая, это 4. А в салоне сколько? Одна, Анатолий? В салоне одна штука или там еще? Была одна там? Точно? Там там красный. А, вон она, да. Так, ребят, ну что, вроде все доехало, все хорошо, ничего особо у нас тут не растрясло, но будем проверять. В первую очередь переодеваемся, понятное дело, приехали в летнем, надо перебываться в зимнее. О, парни уже стол готовят, молодцы. Ну еще темно, понятно, рано заезжать куда-то, смотреть. Вот, потихоньку будем разгребаться. Полные машины, прицеп и так далее. Сейчас с дорожки что-нибудь перекусим. Я всем тут спорю. Сегодня будем у нас вот... Брат, ты кто у нас? Собака. Собака. Собака у нас вот этот, походу. Собачка. Сергей Батькович, а ты кто у нас? Змея, если по годам, По годам. то змея, если по весам, ой, по зодиакам, то ближе. А змеи нету. Должна быть. Вот у нас. А, вон, точно, ничего себе. Анатолий, Есть Да они змеи. шаткие. Анатолий, Анатолий, Сюда. Других нет. он свою большую. а я овца. Достань, пожалуйста, мне барабан, вон тот зеленый. Это же, да, овца, правильно? Что, ребят, мы прибыли, не знаю, видно меня, нет. Овца. Погнали. Кабанам, слышишь, сразу, слышишь, ставит. Мгм. По булькам. Сергей Иванович, что ты перебулькал? Да. На, Маш. Ага, змея. Да. А ты кто? Я овца. Понятно. Ну давай, что, братва, Мне добрались. не налить, да. А что тебе? Чай можешь тут? Чай, какой хуй возьмите. Где ты? С приводнением. Так кулачок отбей, что? Ну давай, да. Стой. Так стой, давай. Давайте, что, братья, добрались. Опять на этой земле застречены. Я второй раз уже. Как он так? Анатольевич первый раз. За мать кого? Моржиху? За нас. Паша, у нас с тобой здесь диета продолжается, да? Я, кстати, тоже так хоть на маску беру, тогда покатал с хлебцами, Да. уточку с чаем, с кумычем. Она вкусная. Она вот Да. Замерим лед, ребята, то что такие залетели, даже не посмотрели, сколько толщина. Пару лунок сделаем, посмотрим. У братульца новый шнек, ребята, пластмассовый. Будем тестировать. Ну что, брат, давай тебе луночку первую. Делай. Красиво. Одной рукой можешь сверлить. Давай. Я тебе говорю. Ну что, замер, ребята, первого льда. Сантиметров 10 берега. Ушли метров 20. Давай нам еще сходим. Водичка была сверху, подмерзла, подхрустывает, ничего страшного. Сейчас просто привыкнуть надо. Сейчас боязнь такая непонятная. Еще снегом подзавалило, вот хреново. В прошлом году мы были, лед вообще чистый был. Ну-ка давай дырочку, брат. Вот одной рукой, а тут двумя держал. Конечно. Аналогично. Хороший лед пойдет. Ничего так. Почему?
Запасик, заедь вот что. Хитрый, хитрый. Ну, как хитро сделано. Там направляющий идет, конус еще. Вот, и... Ну, тут как бы есть такой момент. Вот конус. Вот, можно прям, смотри, Паш, продемонстрируй. Прям вот тут лунку делай, вторую майну. Да. Вот рядом. Обычно так не сделаешь. Вот, он сейчас может... Не... Да вот еще сделай здесь вот прям. Видел вот такой провальчик промазал. Ну, короче, смысл такой. Да. Ауди, как ты скажешь. Класс. Ну что, говорит? Ну, сантиметров 9, да, 8, что-то такое. На, положи. Пойдем. Видишь, хотя хуй его знает. Ну-ка, давай посмотрим. Давай. Сейчас все будет. Самое главное. Только сильно не бейте, пожалуйста. Я вот как плохо уперёк. Я тут завез и уцеплял, все равно замерз. Видишь? Ух ты, блин, да, лед, слышишь? Не, живые. Ну, ни одного дока. Не, все хорошо. Сейчас приедем, воду поменяем. Не, ну есть там. Ну какой вздох там ничего страшного. Фу. Нормально, все хорошо. Давай. Так. Подожди. Давай. А как он так положен туда? Мы сейчас раздаем, там жерлицы нахуй лежат. Да полы поток, лади палатку. Неправильно. Потом поможем. Ложи полы и палатку сверху. Погодите. Там жерлиц, смотри, сумку на жерлиц положили. Раздаем нахуй. Верни. Ну вы видите, а вот это и все. Знаешь, вам это хватит, если там люк пробурить. Что, первая ходка, ребята, поперли. Смотрю. Приехали с братульцом, первая ходка. Ребята, все озеро заставлено жерлицами. Просто жесть. Короче, базируемся пока здесь. Вот, дальше будем разбираться, как говорится. Ну просто мы проехали по краю. Мы в прошлом году стояли, вот там все стоит. Центр занят, край тут стоит. Не знаю, конечно, я в шоке. Я такого никогда не видел здесь. Такие дела. Ладно.
находку делаем. И за пацанами. Дальше ходки 4 придется 5 делать. Что, нормально? Без сапли вообще красавчик. Ребят, смотрите, я не знаю, мы таскаем, они не заканчиваются. Тут местные ребята немножко в шоке, наверное. Взяли по чуть-чуть. По чуть-чуть все взяли, во. И это еще не все, это еще надо ходку делать. Собака что-то не работает. Собака не едет. Ладно, работаем. Мужики, как работа?
Ну это крепит, ребятки, нас. Что-то вроде как потихоньку выставились. Такой дождь ливанул, все сырые нафиг насквозь. Все сырое. И сразу туча прошла и немножко сразу холодно стало, то бишь. Не мороз, но чувствуется уже такая прохлада. Так, ну выставили берег. Сегодня я взял своего берега. Будем здесь втроем мы ночевать. Вот Пентагон, ребята, это у нас будет кухня. Кухня, бытовка. Ну, еще маленькая палатка будет спать там. Серега. Вот. Короче, блин, дело до хрена, ребят. Пока еще даже не дожались. Таскаем вещи. Все сырое. Дело до хрена. Ладно. Занимаемся. Потихоньку. Занимаемся. Даже не знаю, за что браться, блин. О, да, такой заезд, конечно, я не ожидал. Ну и ветрище сейчас лютый. Одну бочку, братан. Да? Это одну, да. Ну вы смотрите. Серег, смотри, я тебя буду просить, что куда надо. Ты много налил, пошел. Куда? Пусть, блядь, Сань. Тут за этого живца убьют местные. Пусть живет, плавает. Ну, рыбачить будем. Сегодня первый день заехали, а дальше? Тань, держи. Держи, братан. Опа, держите. А я контент пошел снимать. Ага. Сними там, сними там, на улицу сводить, там. Да, ребятки, по прогнозу, в общем, смотрим. Одно могу сказать. Все равно здесь лучше, чем на улице. Всю ночь. Иваныч, что там у тебя? Всю ночь, да? До завтрашнего утра? Ночь, да. Погодка вот такая будет. 12-21 метров в секунду. Мы немножко разложились. Сейчас попозже покажу. Ну так еще грязно, конечно, но в целом как-то уже затопили печки какие-то. У нас электрические сегодня. Будем пробовать. Возможно, даже будет прикольно. Как-то так. Ну, сейчас по 100 грамм и все-таки пойдем ставить жерлицы. Кровь из носу, надо выставиться. Замерзнем, заболеем. Ну и ладно. А вечером у нас что, Иваныч, шашлык или нет? Я хотел с вами посоветоваться, в чем мы делаем шашлык. Вечер стик, вечером будем делать. Ну у нас там есть, там от Юрьевны там приколюхи есть, так что разберемся. Там. да. Готовить точно ничего не будем. Шашлык вообще не пропадет, его можно и завтра. Конечно. Нет, Такие я поэтому дела. пошел, сегодня можно картошку Давай, добро. пожарить. Хорошо. У нас Иваныч, много. наливай. Вот, ребят, у нас генератор сегодня. Вот такая ветродуечка. Интересно, кстати, там есть кнопка. Если, не дай бог, она падает, она глохнет, короче. Вот у нас розетки, в общем. Да и все хорошо.
Погода не погода, но надо идти, брат, работать, да? Пошли, да. В общем, ребят, как-то ну так. Да, тяжко. Ну, погода не будет успокаиваться и надо будет выставляться, кровь из носа. Ну, а потом какой-нибудь ужин. А ужин у нас есть. Все, поехали. С тебя я таю. Поехали. Раз, два, три, четыре. Еще одну, вот так. Еще одну. Да. Братское сердце живца. Ты можешь вот так вставлять, я буду вставлять. Ну, понял, хорошо. Добро. Так, быстро, ты можешь, да, сумку там идти. Да. Так, ребят, хотелось немножко рассказать о новиночках. У нас новые железы протурцом. Все те же самые от Мишаньки, но ребят уже с доработочками. Сейчас немножко расскажу, в чем отличие от предыдущих. В принципе, на взгляд, ничем не отличается, ребят. Но сразу видно, что нет флажка. Если изначально флажок был встроенный, он находился внутри. Вот. Ну, сейчас вот так покажу, да, вот так. У нас была собранная жалица. Фиксировали флажочек. Ну, теперь, ребята, флажок изымается. Почему ушли от этого момента, когда вот именно такая непогода? Сегодня был дождь, завтра мороз. Было намерзание. И тяжело было вернуть флажочек внутрь или высунуть. Вот. Изменился крабик, ребята. Фиксация. Ну, на бойке живец какой-то, потому что, ну, были моменты, когда ставишь огромного живца, была сработка холостая. А Мишаня доработал и сделал тупой угол. И я так заметил, что сейчас прям она прям держит вообще от души. Флажочек фиксируется, ребят, просто мы его всуваем. Там находятся магнитики, есть упор. И, в общем, смотрите, как происходит. Сейчас у нас тупой угол и прям жесткому живцу сбить трудно. Ну, щука это сделает. Вот. Изменились магниты, да, братское сердце? Да. Да, их стало больше. Количество. Больше стало. По дизайну, в принципе, ничем не изменилось. Разная расцветка, как у Мишани. Попадает материал, я так понимаю. Флажки крутые, ребята, очень яркие. Отражающая лента на флажке и на стоечке. Это очень круто, когда мы фиксируем железу, у нас горит одно пятно на фонарике. Когда у нас есть сработка, у нас два пятна. Видно даже за 300 метров, и надо идти и забирать. Вот, резьбовая вот такая. Да, площадочку же изменили. И площадочки, ребята, изменили. В общем, Мишаня шагает вперед. Молодец, красавчик. Только респект. Вот. Да, слушай. Она более темные стали. Это он изменил. А здесь, да, были какие-то погрешности. Не знаю, может, когда разбухали или на морозе. Здесь он резьбовую, вот немножко, видите, он ее сместил. Она сейчас проще. Да, тут кантик какой-то был, помнишь? Да, Старый? да. Такие дела, ребят. В общем, новые железы в бой. Первый лед, новые железы, погнали. Погода не погода, но мы идем в бой. Саныч за пультом у нас. Новый шнек. Как, Саня, шнек? Ништяк. Вообще, да? Хорошо. Давай туда и туда уходи в угол. Не надо. Давай, все. Погнали. Ну да. Давай сейчас чуть-чуть в угол уходи. Ну да. Погода, ребята. Жесть, конечно. Ну, это заезд, конечно, был впервые такой у меня жесткий просто и морально, и физически. Местные уже тоже выезжают.
Опа. Отлично. Леска 0,4, грузик 0,8. Поводок 20 сантиметров, ребята. 25. Пашка вязал. И крючки, двойники. На двойниках стоим, ребят. Что-то тут понятно. А, все. Ну вы, ребята, еще не разработанные. Двойнички, ребят. Щучья смерть. 4 номер. Я использую второй номер. Угу. Уронили. Раз, два, три, 4. Даже 5 можно поднять. Жерлицы новые, ребят, еще не стояли, как говорится. Я фиксирую, Паша насаживает. Поклевка! Паш, бегом идем забирать. Выставляемся, ребят. Братан пришел. Все, полная вымотка. Давай, Саныч, забирай. Все, полная вымотка, забирай. Хорошая, походу. Он прям вот только хлопнул. Так вот, ты прошел. Да. Что-то легко идет. Че, ничего нету? Она прям крутила так хорошо. Мелкая, может. Ну не живет, но и нет. Усилий, блядь, нет. Ты туда по ветру выматывай, Саныч. Угу. Пиздец, желчу, что-то. Мимо. Фух. Ой, ребятки. О, крепит сегодня, а? Тут не то, что снимать, тут находиться вообще невозможно. В общем, все, доставились. Тяжко было, но выставили все. И помимо того, то, что пока выставлялись с перекурами, в общем, там 5, 6, 7 жерлиц поставишь, руки мерзнут, ветрище, блин. Пойдем на кухню погреемся. Там теплообменник у нас. Ну, в общем, базу завтра, ребят, покажу. Сегодня вообще никак. Пошли дальше. Пашка что-то прилег. Голова заболела. Я говорю, иди отдыхай, говорю. Саня помогает. Будем. Вот. Сработка полностью. Ну, сейчас все сами видели. Вымотка. И Пашка, оказывается, до этого, пока мы там были, здесь сработка была. Небольшую чучку поймал. В общем, обрыбились. Вот. Ну, выставили все, ребят. Ох, тяжелый, конечно, денечек сегодня был. Все, в принципе. Лагерь стоит. Жерлицы поставлены. Мало-помалу. Все вроде как налаживается. Но, блин, ребят, все, мозги не работают. Это очень тяжело. Морально просто и физически уже просто не вывозишь. Надо что-то покушать. Сейчас что-нибудь перекусим. Понятно, шашлык отменяется, ребят. Привезли шашлык маринованный. Жена мариновала там что-то, салатики. Ну, такая погода, какие шашлыки. Ну, ничего не будет, мясо, в принципе. Приготовим завтра, если погода будет. Вот. А так, в принципе, все нормально вроде. Ой, очень устал, ребята. Очень устал, честное слово. А время-то еще детское. Посмотрим. Сейчас перекусим. Будем смотреть на жерлицы.
Местные ребята говорят, что клюет ночью или рано утром, потому что днем сидят, говорит, нифига, утром приезжают, есть сработки. Ну вот у нас сейчас 2 сработки сразу было. Такие дела. Блин, ну это полностью вымотало на двойниках. Обычно крупная щука так берет. Не знаю. Конечно, можно было подсечь, но хотелось вам показать. Такие дела. Ладно. Пойдем на кухню. Наверное, что-нибудь покушаем. Да, высосал все, давай. Тихонечко, давай. Я подержу. Ну держи, давай, давай. Так, кто у нас такой чай попил? Ну, то лишь 2 пакетика любит. Ну давай, братское сердце. Давай за тебя. Давай за тебя, давай за нас. А за нас. Если бы не было в нас, не были бы мы тут. Ну да. Вот, поэтому не было бы тебя, не было бы меня здесь. Поэтому Логично. не было бы меня, я бы к тебе не приехал сюда. Да. Давай, брат, спасибо. Вкусные, кстати, вот. Все, салаты вкусные, обалденные. Вот главное селедку на рыбалку не брать, рыбу. Но вы молодцы, вы сделали ее с курицей. Классно. Как-то обманули системно. Очень вкусно. Не, сейчас подтянет, нормально. Да уже успокаивайся, да, надо Да, ветер успокаивается. Вот это бы нам. Главное, чтобы ветер бы успокоился, смотри. Пускай даже этот снег, он падает, идет когда, ну это да, самое, да. Ну ветер это самое страшное. Сегодня было страшно. Порвало. Ты знаешь, Тут порвало. Ты знаешь, я тебе историю расскажу сейчас. Мы с Юлей именно вот в этой палатке, когда ее только купили, ну уже раза 2 в ней 3 ночевали зимой. А приехали мы у нас там на Вазузу, в Тыре. И легли, значит, Анатолий в нашей палатке спал также в красной. Мы с ней здесь. У нас тут, ну, все раскладушки, все лунки, как мы ловим, там все. Печка дровяная. 2-й раз я ей пользовался. 2-й раз. Или 3-й. Ну, вот сюда. Но не было, знаешь, как вот делает этот берег, по-моему, как они, тросики-то от труб. Ну, тут тросики, да. А у нас там трубу просто вставляешь и туда. И вот такой же ураган поднялся, а мы спали. Мы вообще вечером, у нас все, у нас тепло, мы спим вдвоем с ней. Но у меня датчики, вот там над печкой, вот в этих штуках, датчики угарного газа были. И я вот просто ночью сплю, и у меня загорается, ну орет, вернее, датчик угарного газа. У меня там и здесь. То есть у меня тот сработал, и этот, 2 вот угарных датчика горят, ну, орут прям пищатно. На батарейках, которые простого дешевые, китайские. Я понял. И я встаю, у нас палатки дыма, я Юлю быстрее, я открываю на улицу, то есть, у нас полно. Получилось как? Эти трубы стоят, ветер хлестает, а там же в раскладке вот в этой труба, когда она же там плотненько сделана, там у нас это, там выше уже там дымоход, все там как надо, там у нас угар, это угли, как углекоситель, пламя-гаситель, там все. Искрогаситель. Да, искрогаситель это вот. А между трубами она застряла там, ее начал ветром палатку трясти, и трубы просто в палатку так расстегнулись и мимо. Разоединились. Да, они разъединились, вышли из друг друга. От ветра вот такого же, это как сегодня у нас был такой ветер. Сегодня жестко было. Он это болтал. Я уже думал, здесь нет такого угарного газа, как там, дым.
Потому что здесь просто, как говорить, и весь дым пошел в палатку ночью. Если бы не датчики дыма, я бы здесь не сидел. Поэтому я всегда датчики дыма ставлю. Всегда. Почему вы даже приехали, я просил датчики Так дыма что есть. что надо рекомендовать, да? Датчики дыма, простые, дешевые. Такие они вот круглые, прям написано датчик дыма, угарного газа. Там 3 батарейки, 4 вставляются. Вообще вот такая Не, у вещь. некоторых крон оставляют. Нет, эти там такие, ну, пальчики сам. Но вот нам спасло, именно нам спасло жизнь. Короче, Мы выбежали все. Надо в любом случае брать. Надо. Датчики обязательно. Когда спишь любым, там, хоть ты, с автономкой нет, потому что если автономка не внутри. Если автономка внутри, ставишь обязательно. Автономка может погаснуть, выхлопной газ, может трубка какая-нибудь выхлопная упала, пошли газы сюда. Плохо закрутила. Ну, такое бывает. Да, всякое бывает. Вот, ветер подул. И потом, помнишь, в том году я сюда приезжал, я сидел, трубы хомутом, помнишь, скручивал? Я помню, да. Ты еще говоришь, что ты делаешь? Я помню, ты что Да. Я вообще в А шоке. я уже говорю, потому что вот я печку, у меня даже мурашки по коже пошли, прям всему телу. Я говорю, просто так попал. И теперь я вот беру эти трубы и хомуты вот такие широкие, которые вот этими болтами, знаешь, стягиваются. Не на отвертке, Я понял. а болты, ты же видел. Я раз все, я их затянул, ты уже там будешь болтать эту палатку, но это не вырыть. Слушай, Серег, ну Поэтому- вот сколько вот использовал, да, ну ни разу не попадал. Сейчас Ну, опять ну, пример. Вот если сегодня честно, прям пример. это да. Вот сегодня бы, если у нас печки работали, вы просто и не затянуты трубы, Там хана тут бы была. вырвало, тут сразу дымовуха была бы там, а если ночью, это очень вообще. Нас спасли датчики, обязательно. Потом еще даже не только при, ну, как сказать, при печке, да, и там при, но и вот эти вот теплообменники, газ, ну, с этим вообще, с открытым Ну, нет. огнем лучше вообще не засыпать. Это вообще опасно. Хоть и датчик ты поставишь газа, но когда газ, если просто ветром задувается, датчики дыма могут не сработать. Если газом заполнится все. Так что маленькая штучка, да? Вот такая вот она, кругленькая штучка спасает жизнь. Правда, серьезно. Это, блин, ты знаешь, мы тогда... Юля, она, понимаешь, она не поняла начально. Но я ее, понятно, я понятно. ее разбудил. Ты-то потом ей объяснил, да? Я-то ее вытолкнул вообще там быстрее скорее, тут все там это. Открыл все двери, там это самое, ну. И я-то понял, в чем дело. Потом уже забежал и как бы, ну там, трубы эти вставил обратно, чтобы она, печка-то горит, там же эти палеты, как они, брикеты эти лежат, они же тлеют, она же все равно дым идет постоянно. А дым такой едкий сразу. Конечно. Там же в этих плетах, там же еще и клей, там что только нет вот этих, там да в любых дровах дым. Поэтому я всегда перевязываю, прям затягиваю каждую трубу. Вот. Такие вещи надо это самое. Не оставлять. Это, ну, серьезно, это был у меня опыт. Давай за это выберем. Это правда, надо.